70 сельских школьников Сыктывдинского района стали участниками пилотного проекта «Трезвым быть модно», реализованного на грант главы Коми. Инициаторы уверены, без профилактической работы невозможно добиться позитивных результатов в воспитании здорового образа жизни. А потому подростки теперь учатся не только русскому, математике, химии, но и говорить «нет» сомнительным предложениям, как это давно умеет Анна Зубарева. На удобных креслах в тесном кругу, локоть к локтю, коленка к коленке. Так проходят занятия в Палевицкой школе в рамках проекта «Трезвым быть модно». Он реализован на грант главы Коми. Здесь не говорят прямо, что алкоголь – это плохо. У психологов другая тактика – поднять такие сложные темы, как самооценка, доверие, партнерство, самоактуализация и перевести процесс в игровую форму. На занятиях школьники не слышат сложные термины. Тут говорят о самом важном – простым языком. Мы принципиально отказываемся от назидательной позиции. Не надо детям рассказывать, что наркотики – это зло, наркотики – это плохо. Они это не будут воспринимать, они просто нас не услышат. Это будет бессмысленно. Для начала надо установить контакт, установить правильный диалог, и любое занятие должно проходить в форме игры. В форме взаимодействия, в форме игровой коммуникации, для того, чтобы дети воспринимали информацию правильно, адекватно и не защищались, не напрягались. И такие методы дают результаты. После занятий дети остаются, чтобы задать психологу вопросы, обсудить личные проблемы. А значит, информация находит своего слушателя. Проект учит ребят осознанно ставить протест навязыванию чужого мнения и одновременно отстаивать свою точку зрения. Когда приехали на первое занятие психологи к нам, вышли дети с занятия, глаза горели. Дети сказали: мы очень хотим работать дальше. С нами вот так, именно языком профессионала, с нами никто так не разговаривал. Профилактическая работа со школьниками ведется в том числе через творчество. Ребята сейчас готовят театрализованную постановку, в которой обыгрывают самые разные ситуации, показывают, как вести себя нужно и нельзя. Итог представят на суд родителям и учителям в мае. Именно тогда проект должен завершиться. Он рассчитан на 1 учебный год. Именно для сел Часово и Палевицы. Почему именно были выбраны вот именно деревенские школы? Потому что как-то, когда в городах все-таки дети и родители могут обратиться и найти и специалистов, и преподавателей, и психологов, чтобы решить проблемы. А в деревнях, в глубинке такого нету. В проекте задействовано 70 старшеклассников. Специалисты для работы с ними приезжают из Сыктывкара по пятницам, учат детей здравой рассудительности и говорить «нет» сомнительным предложениям. Именно у подростка возрастает риск приобщения к употреблению психоактивных веществ, в том числе алкоголя. Как правило, с молодежью говорить уже поздно, у них сформированы свои установки, а перевоспитывать – дело непредсказуемое. Трезвость у человека не всегда может развиваться сама по себе, ее необходимо формировать. Всего в 2020-м гранты главы Республики Коми получили 62 социально ориентированные некоммерческие организации региона. В этом году прием документов на участие в конкурсе будет объявлен в первом квартале. К слову, с 1 февраля по 2 марта уже принимаются заявки на получение субсидий из республиканского бюджета от организаций, чья деятельность связана с межнациональным сотрудничеством, сохранением и защитой самобытности, культуры, языков и традиций народов. Анна Зубарева, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.